Алсу Марданова, Антон Королев, ТНВ, Казань. Выступали в жерле вулкана на Камчатке, на палубах военных кораблей и в Казанской пирамиде. Мумий-тролль представил свой новый альбом. Исполнила группа и знаменитые хиты. Почему большинство зрителей были в тельняшках, расскажет Маргарита Петрова. В роли матросов побывали и музыканты. Новый альбом – это впечатление от кругосветки на паруснике Седов. На водных просторах рокеры творили 14 месяцев. Это была давняя мечта, комментировал лидер группы. А сама пластинка – дань уважения 80-м, когда технических возможностей было минимум, а страсти максимум. Впрочем, ее Илья Лагутенко продемонстрировал и в Казани. Выступление стало и своеобразным мастер-классом для учеников Казанской школы рока. Очень харизматичный Илья и вообще вся группа, они очень интересные люди, они очень классно ведут себя на сцене, и хотелось бы, конечно, посмотреть, как они это делают прям вот лицом к лицу. А вот интервью лидер группы в день концерта не давал. Организаторы объяснили это плохим самочувствием. Зато зрители охотно рассказывали, за что группа ими так любима. За необычную манеру исполнения, тексты, музыку и не только. Эмоции, конечно, незабываемые. Это драйв, энергетика и вообще ни с чем не сравнимо. Насколько я знаю, Мумий-тролль у нас моряк, и вся жизнь его связана с морем, а мы как поклонники тоже вот поддерживаем его, одеваем такую одежду. Я приехала из города Альметьевска, Республики Татарстан. Я очень люблю эту группу, фанатею, можно сказать, с 15 лет. А те, кто пришел на старые хиты, могли удивиться. Мумий-тролль стал заметно тяжелее. Не только в своем 10-м альбоме «Сос матросу», но и в таких песнях, как «Невеста», «Дельфины». Впрочем, на них и в другой аранжировке публика реагировала живо, как и на фирменные мимику, движения и своеобразное мальчишество на сцене. И кто поверит, что ему 45. Маргарита Петрова, Лилия Миндубаева, ТНВ, Казань.